Маждала, сам Сырногос. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Вы меня снова потеряли. Уже у меня нет никаких слов оправдания. Я знаю, что я виновата, что я не снимаю, но у меня никак не получается. Немножко голос у меня осипший. У нас очень холодно вечером и утром, наверное. Чуть-чуть просквозило вчера. У меня небольшое окно, можно сказать, сегодня. Поэтому каждый раз думаю, вот сегодня обязательно выйду на связь, обязательно что-то сниму, хотя бы поговорю, но никак не получается. Я не знаю, я вот даже своим подружкам говорю, какая-то жизнь получается ускоренная, у меня она так или у вас она так, я даже не могу сказать. Практически не успеваю все дела переделать. И от этого, можно сказать, даже голова кипит иной раз, что вот запланировала то сделать, а не получается. Планирую, как я сказала, каждый день, хотя бы понемножечку вам что-то снимать, но опять-таки не получается. Думаю, вот завтра вот это вот сниму, завтра, и каждый раз это завтра откладывается. У меня опять просто Тензила в больнице, дочка моя, поэтому вы сами знаете, когда она в больнице, у меня двойная нагрузка с заказами. Да, конечно, можно и отказать, можно их и не делать, но по-любому не хочется отказывать своим клиентам, не хочется, чтобы наши клиенты уходили к другим. Конкуренция большая. Кто занимается этим делом, вы сами знаете. Ну, конечно, всех все равно не охватить, но тем не менее, как бы своих постоянных клиентов мы стараемся обслужить, приготовить для них, сделать им приятное. Поэтому много подписчиков, подписчиц, вернее, ко мне выходят на связь, чтобы именно у меня заказать. Ну, я не хочу себя там превозвысить, сказать, что у меня лучше или вкуснее. Ну, просто даже, наверное, хотят посмотреть, что же у меня, ну, как я готовлю, да. Поэтому вот так вот, друзья. Сегодня у меня тоже, я уже с утра поехала на рынок, закупилась, но снимать опять-таки не было времени, потому что утром рано меня отвозит сын, а ему нужно уже к 9 быть на работе. Поэтому я так быстро делаю закуп, бегом, бегом, бегом. Вот так вот. Сегодня, наверное, сегодняшний ролик будет такой разговорный. Я сейчас буду чистить яйцо и сразу и заодно и поговорю с вами. У меня сегодня тоже еще один заказ. Ну, небольшой заказ. К 12 часам мне нужно сделать 2 килограмма салата оливье, пожарить 20 котлет, 15, по-моему, котлет. Да, 15 котлет. И сделать... Ой, надо будет посмотреть WhatsApp. Не помню сколько, но, скорее всего, 20-25, точно не помню, блинов испечь. Вот такой вот заказ 12. Потом мне нужно подготовиться к заказу, который нужно сделать завтра к 8 утра. Ну, тоже небольшой заказ, но все равно нужно подготовиться, потому что в 8 утра заказ должен быть на месте. Поэтому мне его надо будет, наверное, делать где-то... Ну, скорее всего, мы так сегодня с девчонками поговорили из кулинарной группы, во сколько бы его сделать, чтобы заранее готовить и ставить в холодильник. Я не люблю. Как-то свежие подавать гостям все-таки же приятнее. И да, может быть, сегодня немножко у меня будет съемка некачественная, я не знаю точно, потому что на этот телефон я никогда не снимала. Он у меня такой разговорный, рабочий. Просто мой iPhone, на котором я снимаю, забрал сын на работу с собой. Вот такие вот дела, друзья. Да, у нас, по-моему, у всех в России была жара. У нас было очень жарко, конечно. С таким трудом я делала заказы. Да, я сейчас заодно буду чистить яйцо, чтобы не это самое. Вы меня простите, что ничего такого, как бы, можно сказать, я и раньше ничего путного не снимала, да, по большому счету. Сегодня встретила на рынке подписчицу, может быть, она меня и посмотрит. Тоже женщина где-то моего возраста, мне показалось. Она отошла, подошла, я уже чувствовала, что она, скорее всего, подписчица. Она говорит: ой, ты говорит, такая худая, почему ты так похудела? Вообще-то, друзья, кто меня видит, ну, вживую, даже когда я была намного полнее, чем сейчас, говорили, что в жизни я худею. Просто в действительности съемка, телефон прибавляет вес. Килограмм, обычно говорят, килограмм 5 прибавляет, я не знаю точно. Вот. В весе я, конечно, немножко прибавила. Помните, я похудела была. Тогда я была в весе где-то 68-800, ну, 69 килограмм. Сейчас я 75 килограмм, друзья. Была еще больше, я дошла до 78, 78 500, по-моему, было. Она снова зашла на марафон, но до конца его не смогла довести. Вот у нас еще одна неделя оставалась, я вышла, потому что как раз вот в эти
5-6 дней у меня было очень много заказов, больших заказов, с которыми я справилась, но справилась с трудом. А уже и готовить для себя, и отчеты сдавать, фотографировать то, что я ем, нужно сдавать такие отчеты. У меня не получалось, я просто вышла. Ну, похудела снова. Эти 3 с лишним килограмма я за 3 недели скинула, хотя даже нарушала очень сильно. Ну, вот так вот как-то надо балансировать и смотреть. Ну, уже между нами, девочками, говорят, да, худее быть я не хочу, потому что действительно мне не идет. Когда я тогда похудела, все мне говорили, да и сама я видела, что я была очень уставшая. Хотя я не была уставшей сама по себе, а вот вид у меня был уставший. Потому что я вот, ну, так сбросила. Ну, вот так не идет мне худоба, да. И удерживать очень сложно, друзья. Очень сложно удерживать вес. Надо вообще не сходить с правильного питания, с того, что вот с меню, которое нам давали. Ну, как бы, не то, что обязательно это меню, а с дефицита калорий, как только сходишь, то вес идет вверх. Тем более он, кто скидывал, знает, что этот вес идет намного больше вверх после скидывания. Потом набираешь в 2 раза быстрее. Вот так вот живу, борюсь с весом, можно сказать, и работаю. По хозяйству, правда, только коровы. В этом году вы знаете, что я огорода не сажала. Очень скучаю, что у меня нет огорода, что у меня даже зелень не посадила. Но я все равно физически просто не успела. Я еще даже никаких солений не сделала, никаких варений, кроме вот клубничной немножко сварила. Сделала компотиков немного, и все. А так ничего такого еще не готовила. Уже огурцы у нас подорожали. Сегодня были 80 рублей килограмм, 90 рублей килограмм. Надо. Помидоры еще я не опоздала, вот с огурцами. У нас огурцы были по 50 рублей даже. Хорошие. Показалось, что на печке что-то горит. Вот такие вот дела, друзья. Вышла с вами на связь, потому что уже и в личку мне пишут, и в Ютубе я вижу, что там несколько сообщений, комментариев, что куда вы пропали. Вот. Значит, я сейчас готовлюсь сделать оливье. Морковку, картошку и мясо я уже отварила. И на кубики нарезала. Сейчас мне нужно яйцо нарезать на кубики, добавить горошек. И все, да, надо будет сейчас Ибрагиму сказать, что купил горошек. А то вчера мне привез старший сын, но он привез маленькую железную баночку, мне ее не хватит, потому что оливье мне нужно делать 2 килограмма. Вот. Как у вас дела? Вы простите, конечно, я хоть и спрашиваю, вы можете писать, я могу не отвечать, но я буду читать, я обещаю вам. Не то, что буду читать, я всегда читаю все комментарии, просто отвечать бывает мало времени. Вот пока есть доход, пока могу, пока есть силы, я поэтому зарабатываю. Да, мои девочки тоже говорят, Лила, береги себя, не делай так себе нагрузки. Ну, не знаю, по-другому, в принципе, и не умею. Как-то так получается, что одно на одно. Вот думаю, вот сегодня, кроме этого заказа, больше делать не буду. А раз потом позвонят, и как-то я не умею отказывать. Вот так вот. Буквально позавчера я сделала очень большой заказ. Ну, не одна, мне помогала, конечно. Не совсем с заказом справилась. Там был действительно очень большой заказ. Для одной меня, по крайней мере, может быть, если бы я была лет на 10 моложе, как мы со своей подругой разговаривали, лет 10 тому назад, она говорит, тебе бы как семечки щелкать такой заказ. Во-первых. Во-вторых, заказ был отдан очень поздно. Очень поздно. Так поздно, конечно, девочки, нельзя. Ну, нереально бывает нам сделать такой большой заказ. Где-то в 2 часа мне сказали, что нужно сделать там по 50 штук, да, всего там 50 перцев фаршированных, 50 голубцов, ну, штучно, 50 котлет пожарить и 50 штук люля сделать. Потом, оказывается, она мне дала этот заказ, а Танзиле, моей дочери, дала салат сделать, тайский салат, 10 килограмм. И надо было пожарить 10 килограмм баклажан. Ну, чтобы 10 килограмм баклажан в готовом виде уже. А это уже килограмм 20 нужно баклажан в сыром виде покупать и делать. А Танзила, как вы знаете, как я уже сказала, в больнице. Так что и эти салаты пришлось сделать мне. И сказала, что нужно сделать 15 печеночных тортов. Этот заказ был дан в 2 часа дня. Продукты надо было мне купить самой. Вот.
А в тот момент как раз я делала заказ другой, ну, небольшой заказ. И пока этот заказ сделала, отдала, убралась, пока я поехала на рынок, пока я закупилась, уже 6 часов. Как я приехала, было 6 часов вечера. И потом только мы разгрузились, только мы начали приступать к готовке, а заказ нужно было отдать в 8 часов утра. Вот 6 часов вечера я приехала с закупом, в 8 утра уже у меня должен был вот этот вот заказ быть готов. Вот. И потом я только разгрузилась, только начала расфасовывать что-то. Тензила мне пишет: мама, ты только не пугайся, а заказ удваивается. Все, что я назвала, они удвоили. 30 тортов печеночных, 20 килограмм баклажан. Уже в готовом виде, я как сказала, это очень много. Но это было нереально, я ей сказала, Тензила, баклажаны нереально, во-первых. Во-вторых, я даже не смогла их вечером найти. У нас в селе уже во всех магазинах баклажан не было. Если бы были, может быть, бы я и соседку взяла бы с собой в помощь пожарить. А утром на рынок сын поехал уже на второй день, когда уже должна была заказ отдать. Просто нереально было столько баклажан пожарить. Вот. Остальные все позиции я сделала, кроме вот баклажан. Баклажан у меня получилось 7 килограмм в готовом виде. Надо было 15. Короче, половину я сделала их. Потом получается 30 печеночных тортов. Тесто я приготовила для 30, но успела сделать только 20 по времени. Больше времени не было, потому что у них были гости. Вот 10 тортов я не сделала. Тесто осталось. Ну ничего, его можно было заморозить. Но, правда, отзыв был очень хороший. Им понравилось, еда понравилась. И сказали они, что... Ну, главное, я сначала сделала главное блюдо. Печеночные тортики, там, салаты. Это уже не главное. Без них, в принципе, можно было и обойтись, да, поэтому я быстро сделала то, что главное в меню, а потом уже начала делать печеночные тортики. Салат, правда, я сделала удвоенный, я успела, 20 килограмм тайского салата сделала, как я сказала, 20 печеночных тортов, по 110, по 120 было голубцов, перцев, половинками запеченных в этой духовке под сыром. 110, по-моему, было у меня кебаб и 110 голубцов. Ну, 10 килограмм получилось голубцов, 110 штук, 10 килограмм голубцов. Это все я успела. Удвоенное все успела. Вот единственное, что я не смогла им сделать, это баклажанные рулетики, сколько им надо было, и вот 10 печеночных тортов. Но они сказали, что им еды хватило. А, котлеты еще были. 100 штук котлет было. Но просто уже одной женщине это было нереально, конечно, сделать. Больше я уже не могла. Вообще не ложилась. Вот. В 6 утра я в тот день встала. В 8 утра я отправила первый, ну, как мне было сказано, половину заказа. К 11 отправила вторую половину. Вот. С 12 часов я просто вырубилась, если честно. Вот такие вот дела, друзья. Поделилась с вами, поговорила с вами. Это последние дни моей работы вот перед этой съемкой. Вот. На послезавтра, сегодня получается четверг, да, на субботу у меня опять, не знаю точно, сейчас в процессе утверждается, не утверждается, переговоры идут. Тоже свадебный заказ. Заявлен был он очень огромным, но она сейчас потихонечку его урезает. И в итоге я не знаю, каким она все-таки оставит. Там было много рулетов. Сначала 20 рулетов она хотела, по 10 куриных, по 10 мясных. Потом урезала до 10, чтобы 10 этих. И теперь буквально час тому назад написала, что вообще рулеты не будет делать. Кура было меньше жареных, увеличила кур, чтобы пожарить больше. Было 15, сказала 20 кур пожарить. Так, что еще там? Куриная грудка у нее. Стейки нужно тоже обжарить. Ну, в кляре, потом в сухарях панировочных и обжарить на сковороде. Их она немножко увеличила, рулеты убрала. Что там у меня еще? 100 вот этих маленьких печеночных тортиков. Как оладушки. Вот 100 штук этих. Что там еще в заказе? 5 индеек, 5 бараньих ляжек. Так, по-моему, 100 штук мяса по-французски. Ну, это наше мясо по-французски. Внизу фарш. Не отбивные, а фарш.
по 100 штук, по-моему, голубцов, котлет, перцев. Я не помню, что там. Ну, короче, заказ большой. Но, как я говорю, они еще не утвердили его. Он как-то меняется еще. Но сегодня по-любому они утвердят, потому что сегодня к вечеру уже должны привезти продукты, чтобы мы бараньи ножки и индейку по-любому нужно замариновать заранее, чтобы это все пропиталось, чтобы это потом было вкусно, чтобы оно пожарилось. Поэтому по-любому они сегодня решат, что же они будут делать, потому что к вечеру заказ должны они привезти. Вот такие вот дела, друзья. Опять я не знаю, как снимает мой телефон. Во-первых, нет микрофона, не знаю, как будет слышно. Ну, напишите мне все. Ну, с завтрашнего дня, конечно, я свой iPhone заберу. Просто у сына сломался телефон, он забрал его. Потому что я уже, по-моему, недельки 2 вообще ничего не снимала. Я ему говорю, да я ничего не снимаю, забирай. Он поэтому забрал. Вот такие вот, друзья, дела. Ну, хорошо, сейчас хоть жара у нас спала. Правда, днем еще холодно. Ой, днем еще жарко, а ночи и утро очень холодные. Но все равно не так жарко, как было. Это что-то. В такую жару, друзья, готовить было очень-очень сложно. Постоянно под вентилятором. Я даже не знаю, как я не заболела тогда, когда все время у меня работал вентилятор. Кондиционера у меня здесь нет. И самое главное, столько проблем было. Холодильники не тянут. Мы же тут как в новостройках живем, и трансформаторы, которые вот мы слишком много нас на одном трансформаторе сидят, и свет не тянет, электричество не тянет, напряжения не бывает. У меня со стабилизатором работают морозильники, стиральные машины. У бедных стабилизаторов не было даже тока от сети забрать к себе. Постоянно стояла буква «Л», что не хватает. В итоге у меня сломался витринный холодильник, который я буквально 5-6 месяцев тому назад за 9 тысяч мне его сделали, мотор поменяли. Вот снова полетел у него мотор. А он, когда вот готовишь на заказ, вот такой вот холодильник очень нужен. Не морозильник, а холодильник. Морозильники, правда, машалла, вроде бы ничего, нормально все работают, а вот холодильники нет. Ну, когда-то, вы помните, наверное, когда я еще начинала снимать, у меня тут стоял большой серый холодильник старый. Он тоже у меня сломался, но я его не сделала, потому что думаю, ладно, мне хватит тот витрины. И в итоге я позвала мастера, чтобы сделать витрины. Он мне сказал, что ему надо менять мотор. Это было 9 тысяч. Ну, в тот момент я не тянула этих денег. Я говорю, ну посмотри, может, с этим что-то не так много надо будет. Он мне сделал вот этот вот старый холодильник, он мне его сделал за 4500. Но он все равно уже не тот, как был. Не так хорошо охлаждает именно как холодильник. Морозильник еще более-менее, и то нехорошо морозит. Но мне не столько морозильник был нужен, сколько холодильник. Потому что и по работе, и дома у меня есть маленький, но он тоже маленький совсем. В принципе, на 2 человека даже, может быть, он рассчитан. Вот такие вот проблемы и со светом, и с водой. Сегодня вообще говорили, что газа не будет. Но вроде бы не отключили. Я так переживала, что сказали, сутки не будет газа. Потому что заказ на завтрашнее утро все-таки мне надо будет делать рано утром. Ну, после утреннего намаза больше не лягу. Где-то после 4 утра сделаю заказ. В 8 его надо отправить. Потом, наверное, уже лягу. И причем холодильник очень нужен, потому что коровы сейчас молока дают очень мало. И приходится копить, чтобы пропустить через сепаратор. Куда-то же его ставить надо. Постоянно приходится в морозилку все это опять засовывать. Вот такие проблемы у меня были, друзья. Вот такие вот дела. Что-то надо было раньше вот так вот выходить с вами на связь. Да, ну просто, друзья, когда много заказов, когда небольшие заказы, но маленькие, их много, я просто не успеваю даже просто так зайти. Просто сейчас у меня есть время, сейчас где-то 10 утра, а мне надо к 12 отдать заказ. В основном все уже почти готово. Сейчас, ну как готово, ничего не готово, по идее, да, мне надо котлет сейчас быстро пожарить. Фарш уже готово есть. И блинов напечь. И вот салатик собрать. Вот так вот. Ну, хоть так вот разговорно с вами поговорю. Эти салаты и это ничего такого, чтобы показывать, нет для вас, ничего нового. Оливье 1000 лет все делают.
Все как у всех. Котлеты тоже ничего такого. Ну, я надеюсь, вот так вот я буду к вам подключаться, как смогу. Не буду обещать вам, потому что действительно не получается у меня. Очень скучаю и по вам, и по тем съемкам, чтобы так спокойно, размеренно снимать. Скучаю по размеренной жизни своей, если честно. Наверное, я не знаю, как-то надо будет мне успокоить свою жизнь немножко с этими заказами. Как-то что-то пересмотреть, все думаю, все в процессе, все в раздумьях, все в желаниях. Но посмотрим, не буду озвучивать, не буду загадывать. Все как Всевышний даст. Дал Эндели, все будет хорошо. Все будет нормально. Вот. Не знаю, на следующий год, конечно, очень хочется, чтобы хотя бы что-то было в огороде. Очень скучно. И без огорода, и без палисадников. В палисаднике у меня прям трава поросла, ничего я не успеваю. Мальчики на работе работают тоже. Не до меня им. Птица растет. Правда, я еще купила себе 12 побольше цыплят. Ну, все, у этого телефона тоже сейчас сдохнет. Нет зарядки. Но потом вам чуть-чуть попозже еще раз подключусь. Может быть, готовый заказ вам покажу. На этом поставлю сейчас телефон на зарядку. Ну, вот как-то так, друзья. Не пропадайте. Не бросайте меня. Может быть, я все-таки буду потихонечку подключаться и снимать вам. Я вам всем благодарна. Ну, потом еще чуть-чуть подключусь. Сейчас поставлю на зарядку. Так, ну что, немножечко подзарядила телефон. Сейчас. Вот. Все. Так, не солила, поперчила. Сейчас посолим. Тут, короче, у меня 4 такие хорошие, большие, здоровые картошечки. 2 средние морковки. 1 вот такая вот баночка кукурузы. Мне кажется, больше не надо будет. Сейчас посмотрим. 6 яиц у меня тут. Даже 7. Яйцо было маленькое. 7 яиц. Ой, да, сейчас нужно еще соленый огурец принести. Я совсем про него забыла. И сейчас добавим соленый огурец. Мне кажется, горошка больше не надо. И я надеюсь, из него получится 2 килограмма салата. В готовом виде он у меня должен быть 2 килограмма. Еще майонез надо добавить. Вот так вот. Девочки, я сейчас научилась варить картошку кубиком уже. Раньше я как варила картошку, морковку целой в мундире, а потом ее нарезала. А сейчас я в сыром виде чищу картошку, морковь на своей вот этой овощерезке, которую мне моя подписчица подарила. Режу вот таким вот кубиком маленьким, как видите. Надеюсь, видно. И провариваю. Добавляю чуть-чуть, там буквально пол чайной ложки уксуса в водичку. Варю, и ничего. И картошка проваривается, и не разваривается. И очень удобно. И морковку. Но морковку я уже варю без уксуса, девочки, если что. Так, пойду за соленым огурцом. Так, ну что, огурчики порезала. Вот так вот кубиком. Вот это вот овощерезка, о которой я говорила. Так. Иврашка, что тут написано? Что за... Гефу. Или Джефу. Вот, ну, кто-то меня спрашивал про нее. Может быть. Вот. Правда, я ее испачкала сейчас. Очень хорошая овощерезка. Так. Все, теперь добавим. Просто салат, пока я делаю другое, пропитается. И вот, нормально. Добавим майонез. У нас очень подорожали куры. Сегодня поехала на рынок. Купила. У нас же, вы сами знаете, что у нас куры не по килограммам, а поштучно. Вот. Раньше за 450, за 430, даже за 400, за 380 можно было купить курочку, которая весила 2 400, 2 500, 2 600. Сегодня я заплатила за курицу 530 рублей. Принесла, взвесила. Так. Кастер, уйди оттуда. Курица весит только 2 килограмма, представляете? Очень подорожали куры, я не знаю почему. Но у нас бывает иногда вот сильно
подскакивает цена на плов. Неизвестно, с чем это связано. Потом снова приходит тоже в ту же стоимость, какая была. Не знаю, сейчас они вернутся к ней. Уже дней 10, по-моему, куры дорогие. Вроде бы так. Нормально, да, на вкус? Надо посмотреть еще. Сейчас быстро сделаю котлеты и блины в последнюю очередь. Вот сразу же поступил сейчас заказ на 6 порций манг в готовом виде. Ну, у меня замороженные есть, благо дело. Тоже поставлю варить. И вот так вот, друзья. Поэтому, когда вот начинала, вроде бы было время, да, а сейчас вот один заказ поступил, потом еще может какой-то вдруг поступит. И уже не успеваю по времени просто снимать. Потому что поставить камеру и снимать это слишком долго, потом просматривать долго, столько времени у меня не бывает. Все. Сейчас попробуем. Посмотрим. Меня спросить, в принципе, все в меру. Ну, еще посмотрим, пусть постоит. Да, у меня тут не колбаса, а мясо отварное. Потому что у нас в основном заказчики заказывают с мясом, чтобы не было колбасы. Все, вроде бы все нормально. Сейчас я переложу в контейнер и взвешу. Или пока оставить его. Так, принеси новую чайную ложку. На, попробуй ты. Я оливье не люблю. Ну, я тебя не прошу его любить. Как обычно. Нормально? Соли, ничего же не надо, по-моему. Нет. Все нормально, все. Значит, кладем сразу же в контейнер. Ты можешь микрофон прикрепить к нему. Разве подходит? Там же специальный штекер для iPhone. Да, иди принеси, я переживаю, будет слышно. Нет, мои сумки. Ну, я не знала, что мой микрофон подходит для Samsung. Сейчас посмотрим, сколько на весах будет наш салатик. А, нет, нельзя. Нельзя? Жалко. Я думал, с этой стороны штекер. Кимико. Ну, для него же бывают здесь у нас. Да. Ну, вообще-то нет, зачем он мне нужен? Я свой iPhone заберу. Так, вот немножко доложила. Получилось 2 килограмма салата. И вот столечко еще осталось тех продуктов, которые я добавила. Значит, можно было бы, если точно за 2 килограмма, так интересно, я не знаю, как я снимаю, потому что задней камерой уже снимаю. Видно ли или нет, что у меня тут осталось. Вот. У меня картошка была такая крупная, большая картошка. Наверное, можно было средних 4 картошки. Хватило бы, мне кажется. Ну, это ничего страшного. Поедят дома. Ну, если так впритык 2 килограмма сделать, значит, чуть-чуть меньше картошки можно было. На одно яйцо меньше добавить. Так, мясо у меня было где-то в сыром виде 500 грамм я добавила. Так что вот понемножечку можно было что-то вот урезать. Ну, обычно у нас впритык у меня никогда ничего не получается. Все, это сейчас пойдет в холодильник. Дальше буду готовить котлеты. Мне Ибрагим почистил картошку и лук. И побежал кататься на лошади. Все, поставлю снова телефон на зарядку. Так, ну что, мои дорогие, я приготовила фарш. Включилась, ну что,
Просто подключилась, чтобы... Значит, у меня килограмм фарша говяжьего. 2 такие средние луковицы, 2 средние картошки и 4 кусочка хлеба. Чайная ложка соли. Ну и, черный перец, как хотите. 1 яйцо. Кто-то говорит, что не добавляет яйца, кто-то хлеб не добавляет. Но я всю жизнь делаю так. Вот такой вот фарш. Теперь мы его немножко отобьем. Вот так вот. В принципе, можно его еще раз пропустить. Может, я его сейчас перекручу еще раз через мясорубку. Вот после того, как все добавлено, пропустить 2-й раз через мясорубку, а потом еще отбить, будет очень нежный фарш. Сейчас мы его все-таки пропустим еще раз через мясорубку, друзья. Ну что, сформировала вот такие вот котлетки. 15 штук у меня получилось с килограмма фарша. По 110 грамм. По 105, по 110 грамм котлетка, короче, примерно. Сейчас быстренько их обжарю. Я обваливаю в муке и жарю. Этот процесс показывать не буду, просто нет времени уже. Ну и вот, девочки, отправляю вот такой вот заказ. Оливье 2 килограмма, 15 котлет и 20 блинов. Озеро и раш. Ну и вот, девочки, отправляю теперь вот 2-й такой заказ. Значит, манты в готовом виде 6 порций мант. Ну и немножко подливы.